начать нашу концертную программу со слов святителя Григория Богослова. Пасха, Господня Пасха, и еще скажу в честь Троицы, Пасха. Она у нас праздников праздник и торжество торжеств. Столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовые и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. Ныне празднуем само воскресенье, неожидаемое еще, но уже совершившееся, примиряющее собою весь мир. Одним из чудес, которым наградил нас Бог, является искусство музыки, вечное искусство звуков, которое не нуждается в переводе, которое передается от сердца к сердцу, которое передается из поколения в поколение. Начинаем концерт Якутского музыкального колледжа, который проводится в рамках Республиканского пасхального фестиваля «Золотые купола». Мы дали название нашей сегодняшней программе «Музыкальный калейдоскоп», потому что вы услышите музыку самых разных эпох. Вы услышите и русские народные песни, услышите и современную блюзовую музыку. Мы специально представили для вас такую разнообразную, оригинальную программу, чтобы вы увидели, еще раз соприкоснулись с тем великим искусством музыки, которое окружает нас в жизни, которое помогает нам жить, которое дает нам много новых сил, новых надежд и мечтаний. Якутский музыкальный колледж, чьи преподаватели и студенты сегодня выступят перед вами, является одним из самых старейших музыкальных учебных заведений, которые работают в нашей республике уже с 1948 года. В этом году наш колледж отмечает ровно 65 лет. На протяжении столь длительного времени музыкальный колледж подготовил музыкальные кадры для всех, практически для всех музыкальных учебных заведений, которые сейчас у нас действуют. Выпускниками колледжа являются более 1700 человек, которые посвятили свое творчество, свое вдохновение музыкальному искусству не только в нашей республике, но также известны за пределами России и живут и работают далеко за пределами нашей страны. Итак, в 1948 году наш колледж был образован, и в нем работали 3 отделения – художественное, вокальное и хореографическое отделение. Позднее, в 1949 году, также была образована фортепианное, струнно-смычковое и духовое отделение. В 1950-1951 годах образовались хоровое дирижирование отделения и отделение инструментов народного оркестра. С приездом Гранта Григоряна открылось и отделение теории музыки. В 1958 году Якутское музыкально-художественное училище было уже переименовано в Якутское музыкальное училище. Одними из самых молодых отделений нашего колледжа являются фольклорное отделение, которое было образовано в 1993 году и в этом году отмечает свое 20-летие. И самым молодым отделением является эстрадно-джазовое отделение, образованное в 2009 году. Среди педагогов колледжа известные имена: Грант Григорян, Феврония Баишева, Полина Розинская, Герман Комраков, Эдуард Алексеев, Николай Берестов, Валерий Кац, Майя Иванова, Петр Кривошапкин, Юнона Пколова и многие другие. Среди выпускников необходимо вспомнить и композиторов, которые являются творцами музыки. Среди наших выпускников Захар Степанов, который является ныне председателем Союза композиторов Республики, члены Союза композиторов России Василий Зырянов, Владимир Ксенофонтов, Полина Иванова, Кирилл Герасимов, а также известный в республике композитор и продюсер Валерий Шадрин. Все, наверное, знакомы со знаменитыми якутскими певцами, также окончившими наш колледж. Это Матвей Лобанов, Семен Оконешников, Александр Самсонов, певец Победы,
Мария Николаева, Нина Чебелева, Альбина Борисова, лауреат конкурса имени Чайковского Айталина Адамова, Марина Силина, Прокопий Неустроев и много-много других имен. Также хочется вспомнить известных музыкантов, которые закончили наше учебное заведение. Пианист Виктор Климин, руководитель ансамбля Туймада Светлана Павлова, руководитель хора Якутского государственного театра оперы и балета Октябрина Птицына, руководитель оркестра цирка Андриан Егоров, руководитель оркестра Национального театра танца Николай Петров, дирижер Алексей Унаров, известная и любимая в народе певица Раиса Захарова, певцы Александр Урнашов, Игорь Егоров и очень много достойных имен. Итак, начинаем нашу концертную программу. Перед вами выступит лауреат международных конкурсов, женский вокальный ансамбль «Сардана», дирижерско-хорового отделения Якутского музыкального колледжа, художественный руководитель, отличник культуры России Светлана Антонова. Приветствую! Дюк Эллингтон, подпрыгивающий джип. Все обработки сделаны Светланой Антоновой. Роджерс Винтер, Wonderland. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamond shines all through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather.
руководством Светланы Георгиевны является лауреатом международных конкурсов в Болгарии и Китае. Значит, в нем участвуют девушки, студентки разных курсов, двух отделений нашего колледжа – дирижерско-хорового и эстрадного. Итак, сейчас в их исполнении прозвучит одна из знаменитых композиций Генри Манчини «Розовая пантера». Программу продолжит одно из чудесных сочинений Иоганна Себастьяна Баха «Шутка». Лало Шуфрин. Миссия невыполнима.
видов музыкальных искусств. И в заключение наши девушки исполнят композицию из репертуара шведского вокального ансамбля Real Group «Words» — слова. Don't say it, don't speak, don't say it, don't speak, don't say it. Verbal communication sounds. Words, a letter on the string, will hold forever humanity's spellbound words. Possession of the figure as a king. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Repeated as a complicated tool, created by many, implicated by mankind. Words, possession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Oh, words, find them, you can use them. Say them, you can hear them. Write them, you can read them. Love them, feel them. Words, transmitted as we feel it from the start. Received by all the words, sentenced to a life with words. Impression of the stupid and the smart. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Inside you can come and the thoughts we say. Softly, loudly, modestly, and proudly words. Impression of the living and the dead. Everybody, every day, everywhere and every way. Oh, words, find them, you can use them. Say them, you can hear them. Write them, you can read them. Love them, feel them. Браво, браво, браво. Не прощаемся с нашими очаровательными девушками. Спасибо. Квартет готовится к выступлению. Продолжаем наш концерт. Сейчас перед вами выступит, продолжит нашу концертную программу лауреат международного конкурса в Мексике, который проводился в прошлом году. Они объездили буквально 10 городов мексиканских, объездили всю Мексику, покорили всю мексиканскую публику. Это очень известный квартет в нашей республике, квартет русских народных инструментов «Даймонд Квартет», в котором принимают участие, выступают наши преподаватели Якутского музыкального колледжа. Так, где у нас квартет? В Мирнинском районе. Наверное, все знаете, что правительство нашей республики в этом году проводит год села. И, так сказать, по решению, наверное, Министерства культуры, так сказать, и по нашему, наверное, вдохновению и желанию нам предоставилась такая возможность посетить Мирнинский район. И вот буквально совсем недавно, в апреле, вместе с девочками из эстрадного отделения и квартетом русских народных инструментов мы побывали и выступили не только в самом Мирном, но и были в Чернышевске и Светлом. Значит, в первой половине дня мы давали мастер-классы, то есть я давала теоретические мастер-классы по сольфеджио, по музыкальной грамоте, учащимся детских школ искусств. Кстати, надо отметить, что дети все очень талантливые,
очень музыкальные, очень заинтересованные и мотивированные к обучению. Значит, наши преподаватели, народники также давали мастер-классы по балалайке, домбре, контрабасу и баяну, аккордеону также. Затем во второй половине дня я тесно общалась с педагогическим коллективом. Наверное, многие здесь сидят уже близкие к музыкальному искусству, знакомые с проблемами, которые сейчас происходят в музыкальном образовании. И вот после обеда мы общались с педагогами, значит, относительно новых программ, новых каких-то концепций и так далее, которые касались изменений именно в музыкальном образовании. Нужно сказать, что после общения, вот, после обеда, настроение у педагогов несколько падало, потому что очень большие требования. Новые требования, новое время, новые требования, новые программы. Наверное, все вы знаете, да, так как практически все работают с детьми, и как родители, наверное, вы с этим сталкиваетесь. Сейчас в образовании огромные изменения. И педагоги немножко, так сказать, теряли настроение, наверное, после общения со мной, да, действительно. Но потом, после обеда, часов 5, мы начинали наш концерт. И действительно происходило какое-то чудо. Все расцветало, все как-то расцветали улыбки на лицах. Вновь какая-то все, появлялись новые силы. И мы с удовольствием опять брались за свое любимое дело. Итак, нашу программу продолжает квартет. Кстати, я вам сразу представлю его участников. Лауреат, дипломант всероссийского конкурса и международного конкурса Максим Шумилов. Лауреат международного конкурса Екатерина Бутырина. Отличие культуры Республики Саха-Якутия, баян, Андрей Царев. И самый такой у нас большой инструмент в квартете — артист оркестра Национального театра танца Дмитрий Винокуров. Теперь совсем верно можно сказать, открываем уши. Вот говорят, музыка лечит. Вот сейчас вы услышите одну из самых известных и любимых русских народных мелодий, и вы в этом еще какой раз убедитесь. В обработке Анатолия Беляева и в исполнении лауреата международного конкурса «Даймонд Квартет» вы услышите русскую народную песню «Барыня».
казаков, корабейники. по России. Сейчас вы услышите тоже одну из самых любимейших русских народных мелодий «Калинка» в обработке Веры Городовской.
дарят вам не только свое мастерство, свое искусство, но также свою душу, свои чистые порывы. А сейчас вы услышите одну из самых лирических номеров квартета «Девичьи страдания» в обработке Евгения Дербенко. Немного грусти, а теперь снова Александр Цыганков «Ту-степ».
спросила, а у вас есть аудиодиск у участников квартета? На что они скромно ответили, что у них есть только видеопередача на телевидении. Вот поэтому надеемся, что у них будет аудиодиск. Неужели огромное удовольствие слушать живую музыку, исполненную живыми настоящими руками на живых тысячах деревом акустических инструментов. Еще раз поблагодарим новых достижений и новых аудиодисков. Много-много-много аудиодисков. А наш музыкальный калейдоскоп продолжается. В обработке Анатолия Беляева знаменитая «Цыганочка». унесет нас сейчас в горячие, жаркие страны. Мы посетим с вами Аргентину.
вы услышите произведение, наверное, самого сейчас популярного аргентинского композитора Астора Пьяццолы. Вы почувствуете, насколько сгустится атмосфера, насколько изменится звуковая атмосфера вокруг вас, в этом зале. Изменится все, изменится атмосфера. Сейчас вы услышите знаменитое меди-танго Астора Пьяццолы. Thank
самые русские инструменты могут так звучать. Та же балалайка, та же домра, тот же баян, та же бас-балалайка, но звучат совершенно иначе, И мы понимаем, что жить в Аргентине тоже нелегко, наверное. Нашу программу продолжит следующее музыкальное путешествие. Мы посетим одну тоже замечательную страну, из которой произошло много известных музыкантов. В обработке Владимира Елецкого прозвучит знаменитый танец Хава Нагила. Наши музыканты подготовили вам сюрприз, дебют. Сегодня состоится первое дебютное исполнение, совместное исполнение. Мы также возвращаемся в жаркую Аргентину. Вы услышите в исполнении вокального ансамбля «Сардана» и инструментального квартета «Даймонд Квартет» известная либертанго Астора Пьяццолы. Исполняется впервые.
Повторите, Бертандович. Сначала. Дайте искупаться, чтобы его слушать. Продолжаются. Завтра здесь же в 3 часа вы сможете услышать снова вокальный ансамбль и хор нашего колледжа под управлением Светланы Георгиевны Антоновны. Приглашаем завтра здесь в 3 часа. Также наш квартет завтра можно будет услышать в концерте, юбилейном концерте, который состоится в Доме культуры Кулаковского. Это, значит, юбилейный концерт ансамбля «Русь». Ну, наш концерт я хочу все-таки закончить словами святителя Иоанна Златоуста. «Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и водворяется жизнь». Спасибо.